Вы смотрите программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В связи с неблагоприятной погодой энергетики работают в режиме повышенной готовности о последствиях ливня и порывистого ветра. Оперативный штаб продолжает работы по стабилизации ситуации с топливным обеспечением региона, о новых поручениях для скорейшего исполнения. Начинается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, о сроках приема заявлений и как их подать. Материнское молоко – залог активного долголетия. В Якутии стартовала неделя грудного вскармливания. Якутянки успешно преодолели экспедицию на велосипедах из Якутска в Нерюнгри. Это более 1000 километров пути. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики центральных электрических сетей Якутскэнерго работают в режиме повышенной готовности. К этому часу специалисты ликвидируют последствия непогоды в ряде районов Якутии. Так, из-за сильного ветра и ливневых осадков произошли локальные отключения электроснабжения в городе Якутске, а также в Чурапчинском, Татинском, Мегино-Кангалахском и Амгинском улусах. Работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного возобновления электроснабжения. Энергетики настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не приближаться к оборванным проводам. Также мощный ливень в Якутске привел к серьезному подтоплению городских улиц. Создан оперативный штаб. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Для ликвидации последствий стихии по городу работают 58 электронасосов, 17 машин для откачки воды и мотопомпы. Специалисты также ведут промывку забитых дренажных путей. Работы по откачке воды продолжатся в течение всей ночи. В мэрии сообщили, что в ходе заседания штаба определены наиболее проблемные участки ливневой системы и намечены меры по их ликвидации. Идем дальше. Всего мы сегодня провели заседание и выявили порядка 32 заниженных мест, где сейчас у нас отрабатывается. Сегодня у нас всю ночь машины будут работать и устранять последствия сильного ливня. Мы планируем завершить работы к утру. То есть город с утра должен быть у нас сухой и чистый, и люди должны у нас пойти по сухим улицам на работу. Оперативный штаб продолжает работы по стабилизации ситуации с топливообеспечением региона. Так было проведено очередное заседание, в ходе которого исполнительным органам власти было поручено в кратчайшие сроки распределить топливо и обеспечить потребности по всем ключевым отраслям. Среди основных потребителей это сельское хозяйство и транспортный комплекс. В настоящее время в пути для топливных компаний республики находится 7388 тонн автомобильного бензина и 13 617 тонн дизельного топлива. В ходе совещания были выработаны ключевые поручения, направленные на усиление контроля за распределением топлива и стабилизацией ситуации на внутреннем рынке. Параллельно с внутренними мерами контроля продолжается постоянная работа с Минэнерго России, с Минвосток развития России по стабилизации ситуации с поставками нефтепродуктов в республику в рамках приоритизации северного завоза. За текущий навигационный период для маломерных судов в отношении правонарушителей составлено более 200 административных дел. На водных объектах Якутии погибли 33 человека. В ходе очередного ночного рейда инспекторы Центра ГИМС, МЧС и транспортной полиции в районе пригородного остановили судоводителя в состоянии алкогольного опьянения. Судоводитель был отстранен от управления маломерным судном. Приняты меры административного реагирования. Судно передано на специальную штрафстоянку. В минувшие выходные в ходе патрулирований составлено более 20 административных дел, в том числе за управление судном в состоянии алкогольного опьянения. Судно помещено на штрафстоянку. Материалы дела на лишение права управления переданы в суд. Согласно КАП Российской Федерации, нарушение правил эксплуатации судов влечет административный штраф. Не прошедшим освидетельствование от 5 до 10 тысяч рублей, не имеющим права управления от 10 до 15 тысяч рублей, не зарегистрированным в установленном порядке от 15 до 20 тысяч рублей.
За управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения, а равно передаче управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа или лишение права управления судном на срок до 2 лет. С 1 сентября в Якутии расширят действие льготных тарифов на электроотопление. Льготный тариф будет применяться в наиболее холодные расчетные месяцы – ноябрь, декабрь, январь и февраль. Народными депутатами был принят закон о внесении изменений в закон Республики Саха о льготных тарифах на сжиженный газ, электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Закон направлен на дополнительную социальную поддержку граждан, использующих электрическую энергию для отопления жилых помещений. Ранее такая мера применялась только к потребителям первого диапазона. Теперь она распространяется и на второй диапазон потребителей для жителей, проживающих в зоне действия гидроэлектростанции и использующих электроотопление. В Ленске продолжается подготовка к отопительному сезону. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании ведут плановые работы. Управляющие компании осуществляют ремонт многоквартирных домов, работы идут в подвальных помещениях. Производится замена оконных остеклений и утепление дверных групп. Ресурсоснабжающие предприятия проводят ремонт трасс тепловодоснабжения. На центральных и малых котельных заменили водогрейное оборудование. Также ведется замена сетей тепловодоснабжения микрорайона Северный. Производится замена центральной трассы. Ленский филиал теплоэнергосервиса также активно проводит работы на микрорайонах Мухтуйский, Теплый Стан и на жилых домах, подключенных к котельной Старый Порт. Проводят замену оборудования, замену трасс тепловодоснабжения. То есть работы идут в полном объеме, идут в соответствии с планом, с графиком. К началу отопительного сезона работы должны быть завершены. Жители микрорайона Северного, микрорайон Мухтуйский систематически нарушают правила эксплуатации системы водоотведения, а именно сбрасывают в систему канализации гигиенические предметы, бытовые предметы, крупные остатки пищи, что приводит к множественным засорам и вызывает проблемы и перебои в работе системы водоотведения. В этом году строительная отрасль Якутии празднует сразу две важные даты – 90-летие со дня основания и 70-летие профессионального праздника – Дня строителя. К юбилейным торжествам отрасль подошла с внушительными показателями. О них подробнее расскажет Петр Васильев. Больше 3 десятилетий ее рабочий день начинается одинаково – с контроля качества цемента. От этого зависит прочность будущих домов, школ, больниц и многого другого. Уже 32 года Виктория Куйдина работает технологом на Якутцементе. И сегодня ее многолетний труд отмечен высоким званием. Вот сейчас самое большое событие для нас не так давно. Мы построили новую печку. Это увеличение нашего объема. На треть мы стали больше производить цемента. Мы делаем разные марки сейчас цементов. Мы движемся вперед, не останавливаясь. А вообще нашему заводу в этом году будет 55 лет. Представляете, 55. Мы готовимся к юбилею, мы его при всех случаях все равно отметим, потому что мы гордимся своим предприятием. Хочу пожелать, чтобы все-таки год был стабильным, и следующий год будет стабильным, чтобы мы могли наращивать объемы и дальше. Мы не должны остановиться, мы должны работать, работать и работать. А когда наш труд еще и оценивается по достоинству, это вдвойне приятно. За последние 10 лет в регионе построено более 6,3 миллионов квадратных метров жилья. Причем только в 2025-м введено 809 тысяч квадратов. Это на 7% превышает уровень предыдущего года. Драйверами роста стали программы «Дальневосточная ипотека» и механизмы проектного финансирования. Строители самых разных специальностей сегодня по праву являются гордостью. Особо я хотел бы отметить, что многонациональное сообщество строителей нашей республики – это пример единства народов, пример совместного созидательного труда во благо всего многонационального народа. Сегодня строительная отрасль остается одной из ключевых для развития региона. Только в 2026-м в Якутии планируется ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья. Мы всегда оперируем сухими цифрами, да, деньгами, квадратными метрами, но это 54 тысячи человек. Это
семьи, которые проживали в невыносимых условиях, за эти годы они приобрели новые квартиры, переселились и сейчас проживают в хороших, новых, комфортных условиях. Задачи они на будущие периоды у нас не менее маловажны. У нас более 1,5 миллиона квадратных метров. Предстоит еще расселить. Дома, школы, больницы, дороги, со временем все это становится частью истории. Но за каждым таким объектом всегда стоят люди. Те, кто десятилетиями остается верен своему делу. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. Начинается прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет гражданам, которые в дни голосования будут находиться вне места регистрации, проголосовать в удобном для них избирательном участке. О сроках приема заявлений, о том, как их подать, расскажет моя коллега Лилия Бурцева. Подать заявление можно через портал госуслуги в территориальную избирательную комиссию или МФЦ с 3 августа по 14 сентября, а также в участковую избирательную комиссию с 9 по 14 сентября. Избирателям, которые планируют находиться вне места жительства в дни голосования, рекомендуется заранее воспользоваться этой возможностью, чтобы принять участие в выборах по месту фактического нахождения. Необходимо подойти в любую территориальную избирательную комиссию, либо в любой офис «Мои документы», или же через личный кабинет портала государственных услуг и подать заявление. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ, его заменяющий. Якутская городская территориальная избирательная комиссия открыла пункт приема заявлений по адресу проспект Ленина, 15, на первом этаже окружной администрации города Якутска. С помощью механизма «Мобильный избиратель» можно проголосовать, если не получается посетить избирательный участок по месту жительства. Обстоятельства бывают самые разные. Например, командировка, отпуск, учеба в другом городе, пребывание в больнице или проживание в арендованной квартире. При этом причину указывать не потребуется. Я приехала к родственникам, и во время голосования я буду в городе Якутске. Это очень удобный способ подойти лично и написать заявление, и уже находясь не в месте своей регистрации, подать заявление и проголосовать там, где удобно. Для того, чтобы воспользоваться механизмом, следует выбрать удобный избирательный участок для голосования и заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. С начала текущего года по состоянию на 3 августа медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения республики получили 4897 участников специальной военной операции. Из них стационарное лечение прошли 1324 человека. Кроме того, медицинскую реабилитацию завершили 450 участников СВО, которым была оказана необходимая восстановительная помощь. Медико-социальная и психологическая, психотерапевтическая помощь оказана 954 участникам специальной военной операции и 1366 членам их семей. Психологическая поддержка участников специальной военной операции и членов их семей через единый канал федерального чата КСВО «Разговор с психологом» оказана более 2000 абонентов из разных регионов страны. Материнское молоко – залог активного долголетия. В этом уверены активисты Всемирной недели грудного вскармливания, которая 3 августа стартовала в Якутии. Событие в этом году проходит уже в 15-й юбилейный раз. На одном из мероприятий побывал и наш корреспондент Саргылана Неустроева. Ореола тоже гиперпигментированный, тоже, так сказать, вот такой вот стимулятор. Ну и, конечно, пуповина пережата. Казалось бы, нет ничего проще и естественнее, но на самом деле грудное вскармливание – это настоящий процесс, который запускается в организме головным мозгом. Если хотите, фундаментальная наука, которую мать должна изучить с первых дней жизни ее малыша. А помочь в этом ей могут врачи. Мы готовим наших медицинских работников в плане того, чтобы учили матерей. Учили матерей, и наши мамочки сегодня должны понимать, что сегодня с грудным молоком мы даем ребенку не только сегодня питание, вот он покушал, он здоров, мы ему даем здоровье на 120 лет вперед. Это эксперт международного уровня Лилиана Анасовна, прибывшая в Якутск для проведения образовательных семинаров. Они и ряд других мероприятий стали частью программы юбилейной для Якутии недели грудного вскармливания. Как отмечают организаторы события, сегодня, благодаря таким просветительским проектам, республика занимает лидирующие позиции в стране по массовости кормления грудью.
76,7% достигнут уровень грудного вскармливания. Это занимает второе место. Это большие достижения, которые получены в течение работы за 15 лет. И, разумеется, ключевое значение в этом многолетнем труде играет именно обучение персонала больниц. Ведь не секрет, что рождение ребенка – это настоящее испытание как для малыша, так и для самой матери. К примеру, Юлия Илларионова радость материнства в этом году испытала впервые. В новинку для нее был и уход за малышом. И медсестры, получается, конечно, помогали, ухаживали за ним первое время, и потом в дальнейшем обучили меня ухаживать за ним полностью. Обучили Юлию и тому, как правильно кормить ребенка. Правда, контролировать этот процесс не всегда получается. Девушка признается, молока у нее больше, чем необходимо. Но это не проблема. Есть в перинатальном центре даже собственный индивидуальный банк грудного молока. Выглядит он вот так. Обычная морозилка, а внутри десятки пакетиков со сцеженным питанием для малышей. Делается это для того, чтобы, несмотря ни на что, сохранить молоко матери и применить его по назначению. Кстати, на днях такой же банк будет открыт в ЦРБ Горного района, тоже в рамках недели грудного вскармливания. И еще одно важное событие декады – подписание трехстороннего соглашения между региональным Минздравом, исследовательским центром и Северо-Восточным федеральным университетом. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Энергия, характер и железная воля к победе. Такая атмосфера царит сегодня в лагере «Энергетик». Для лидеров юношеской сборной эта смена станет настоящей школой жизни, где главные уроки – дисциплина и умение быть командой. Что значит борьба для самих ребят? Об этом в нашем следующем сюжете. 120 спортсменов, 12 улусов и 1 ковер. Сегодня открылась смена «Энергетика лета». Это не просто цифры, это целая карта, история Якутии. Сегодня мы решили узнать у ребят, чем же гордится их улус в борьбе. Поехали. Я из Усалдана, мы гордимся своими тренерами. Я из Чурапчи, мы гордимся нашими спортсменами. Я из Горного улуса, мы гордимся своими легендами. Я из Хангаласского улуса, и мы гордимся своей силой духа и природой. Я из Жиганского улуса, и мы гордимся тренерами. Я из Амгинского улуса, я горжусь своей природой. Для каждого из этих парней борьба – это не просто вид спорта, а философия. На 3 недели они оказались в кругу своих, где каждый четко знает, ради чего встает на ковер. Впереди дни полные открытий. И, конечно, многие мечтают о личной встрече со своими кумирами. Хотел бы встретиться с Константином Капрановым. Я хотел узнать его проходы в ноги. И все. А почему? Мне нравится. Я фанат, короче. Занимаюсь борьбой с 5 класса. Хотел бы услышать Петра Петровича Мшанова. Он тренирует сборную, главный тренер сборной России. Хотел бы его услышать. И знаете, мечты сбываются. Один из главных наставников страны, Петр Юмшанов, действительно стал гостем смены. И это не просто разговор, это диалог будущих чемпионов с человеком, который готовит лидеров мирового уровня. Проект «Выбор сильных» работает в полную силу. Здесь выбирают не легкие пути, а характер. Будем готовить тематические, как и общефизические, и духовно, патриотизм, историю, вот такой тренировочный процесс будет. И каждый день будут приходить наши титулованные спортсмены и тренера, и будут учить их, как стать чемпионами. А и быть первым во всем в школе, в коллективе и лидером команды становится когда каждодневный труд, преодоление себя. Для движения первых это первый опыт проведения такой масштабной спортивной смены. И она посвящена знаковой дате – 50-летию триумфа якутских борцов на Олимпийских играх в Монреале в 1976-м. Признаться, уровень подготовки здесь олимпийский. В день по 2 раза тренируются, утром зарядка, это все понятно, но они не прям все 3 недели будем тренироваться. Мы будем детей еще и проводить для детей классные часы. Одна из целей нашей смены – это воспитать в детях такой командный такой
дух, здравое соперничество. У нас, вот как сказали, из 12 районов, дети из 12 районов, и у нас пригласили мы детей не только, которые просто занимаются борьбой, это вот у нас все наши лидеры. Лидеры, начиная с 10 лет и до 16 лет, они лидеры в своих весовых категориях, в своих возрастных категориях. Впереди у юных атлетов насыщенный марафон, подготовка к стартам, шлифовка техники и, главное, работа над собой. Именно этим парням предстоит защищать честь республики на коврах самого высокого уровня. Но главное, что они уже усвоили. Победа куется здесь и сейчас, в каждом движении, в каждой минуте преодоления. Выбор сильных сделан. Дарья Краленкова, Элита Махно, Якутск. К другим темам. В Якутске и центральных районах после 30-градусной жары температура воздуха резко упадет. Во вторник, 4 августа, в столице республики дневная температура будет на 8 градусов ниже, чем в понедельник. В ночь на вторник похолодает до плюс 9-11 градусов. Пройдет небольшой дождь. Днем синоптики обещают всего 17-19 градусов. В центре и на западе пройдет небольшой дождь. Днем на юге и юго-востоке ожидается умеренный дождь. В выходные завершилась героическая экспедиция на велосипедах из Якутска в Нерюнгри. 4 девушки успешно преодолели более 1000 километров пути. Это путешествие стало воплощением мечты и вызовом самой природе. Старт экспедиции был дан 22 июля. И вот после 12 дней упорного движения, когда ноги гудели от усталости, перед отважными велосипедистками предстал Нерюнгри. У девушек это не первая дальняя поездка на велосипедах. Ранее они преодолевали расстояние в 1200 километров от Якутска до Мирного, а в июне путешествовали по Алтаю. Этот маршрут придумали, планировали уже в ноябре 2025 года. Уже выбрали, с кем поедем, кого выбрать в поездку. Нас должно было 5, но одна участница у нас ждет прибавления. Девушки, опытные велосипедистки, готовились к этому испытанию не один месяц, тренируясь в самых разных погодных условиях и изучая маршрут. Признаются, что на Нерюнгринских горах пришлось попотеть, но кроме резких перепадов высот в дороге были и другие трудности. Про эту землю, про до Алдана и до Нерюнгри, я думала, говорили, тут много горок. Я представляла горки, но не представляла, насколько они большие. Сложности были найти ночлег, потому что один раз вообще дождь шел, мы долго искали и под мостом ночевали. Потом, когда палатки поставили, вода пришла, пришлось палатки переставлять. Вот такие моменты. Каждый новый день приносил новые открытия и новые испытания. Но в итоге все трудности якутских дорог были успешно преодолены. Мишек у нас сигнал охотника, фальшфея и вот ревун. Самыми яркими моментами девушки делились в социальных сетях. И каждый из роликов демонстрирует не только физическую активность, но и атмосферу дружбы и поддержки. Нам понравилась вот эта атмосфера наших наставников, потому что они нас все время учат, они нас все время направляют, что надо делать, как надо себя вести в трудный момент, как катать велосипед, как делать как отремонтировать, вот эти нюансы. Эти смелые позитивные девушки показали, что и в суровых северных условиях можно реализовывать такие смелые идеи. Это путешествие не просто спортивное достижение, это история о дружбе, упорстве и безграничной любви к своей родине. Ведь Якутия – это земля возможностей, где рождаются настоящие герои. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.